На их прославление в лик святых, это великие просветители татарского народа. И как раз Сергей Сидоров, он является потомком отца Василия Тимофеева. Вот, просто не все могут знать, это очень такое, как раз он легендарный здесь человек, а вот Кирилл меня так представлял. Ну вот Дарья Метлова еще выступит. Да, ну, регламент. Да, не обсуждается даже, спасибо. Поздравляю вас с Новым годом, с наступившим 2017, со светлым праздником Рождества Христова. Да, по скриптам очень приятно слышать представителей Узбекистана, ибо у меня в паспорте в графе место рождения написано город Самарканд, Республика Узбекистан. Так что большое здравствуйте. Все свои. Машалла, машалла. Вот, хотелось бы некоторые выдержки из книги кандидата философских наук Орлова Алимжана Мустафиновича зачитать к выступлению Динары на телеканале «Спас» в передаче «Мой путь к Богу». Он рассказывал о вопросах происхождения татар Мишарии. И вот Мещера, да, как область и земля впервые упоминается в связи с историей мещерских князей. И вот в родословной книге сообщается, что в 1298 году, князь Ширинский Бахмет, Усейнов сын, пришел из Большой Орды в Мещеру, и Мещеру завоевал и засел ее. Известно также, что сын его, Беклемиш, принял крещение, был назван Михаилом. В Андрееве городе поставил храм во имя преображения Господней, и собой крестил многих людей. И его уже сыновья и потомки воевали с Дмитрием, с Александром Невским, да, и участвовали в Куликовской битве и Жидовом Камбоджи. Далее хочется еще заметить о том, что в распоряжении других песцовых книг различных уездов 1577 по 1578 года причисляются татары как старые поселенцы, в основном в качестве однодворцев. Очень часто ссылки на владение их отцов и дедов имеются там. Имена и фамилии многих из них на русский лад. И в некоторых татарских деревнях имелись православные храмы. И существует очень много фамилий в этих песцовых книгах про православных татар. Это тоже очень важно, это нужно обязательно учитывать в историческом контексте и в рамках нашей конференции. Далее здесь указывается о том, что служилые татары Новокрещена находились в составе Нижегородского гарнизона еще в 20-е годы 17 века, что подтверждается наблюдением немецкого путешественника Герберштейна. Да, соблюдаем, регламент. И последняя выдержка, извините. И вот самый массовый разряд конницы в составе русского войска составляли новокрещенные. Мурзы и князья татарские. Они были почти на одинаковых с боярскими детьми и даже с городовыми дворянами правах. И имели свои вотчины и поместья, и на всех походах получали жалования. Вот, собственно, вот такие представители нашей працы, да, православных татар, имели место быть в свое время и внесли существенный вклад для нас, в том числе в настоящее время. Спасибо за внимание. Александр